Кто-то называет фалежские катакомбы простыми подвалами, кто-то говорит о сети туннелей, которым более 100 лет. В царские времена город Фалешты назывался еврейским купеческим городом, и построен он на одних подвалах. Дмитрию Багичу 86, но он помнит, как в молодости, купив дом, случайно нашел под ним сразу 2 подвала. Сейчас новый дом, но основной стоял на 2 подвалах. Кто-то обнаружил подземные сооружения, когда в полах их домов или посреди двора появились зияющие дыры. По курсу моему царь скрывал вечер. О том, чтобы предупредить обрушение домов или улиц, власти особенно не задумываются. Я предложил провести исследование, чтобы выяснить, во сколько это обойдется. В селе Олешканы Шалданежского района своя уникальная для Молдовы достопримечательность. Это 2 бункера, чье строительство прекратилось с распадом СССР. Сами сельчане не могут объяснить, для чего возводились эти гиганты. Мнения разные. Одни говорят, что это командный центр для стратегических ракет, другие, что это как-то связано с армией. Когда этот объект строился, он был секретным. Сегодня бункеры – это всего лишь отголоски прошлого, поросшие ковылем и овеянные тайной нескончаемых историй. Под землей, как предполагается, есть 12-13 этажей. Мы дошли до 9-го. У бункеров есть и владелец, который, однако, не может позволить себе обустроить их, так как для этого необходимы крупные вложения.